Здравствуйте, мы находимся в Чувашском государственном университете на историко-географическом факультете. О том, какие специальности здесь можно получить сегодня, мы узнаем у декана Олега Николаевича Широкова. Здравствуйте. Добрый день. Итак, на какие бы направления вы сегодня предложили обратить внимание? У нас 7 направлений подготовки бакалавров. Это историки, такие классические географы, это документоведы, архивоведы. И современное направление, модное, публичная политика и социальные науки, это землеустройство и кадастры, это экология. Так что мы предлагаем очень широкий спектр направлений для наших абитуриентов. Мы с 1967 года работаем, 55 лет. Это означает, что сложилась школа исследований, и в том числе исследований в области таких важных дисциплин, как история и география, отсюда название историко-географический. И если взять вот последние события, история теперь будет преподаваться с 1 класса. А это означает, что нужны дополнительные кадры, надо обеспечить систему образования России. И это дает нам основание надеяться на то, что это направление будет поддержано государством, и мы ожидаем увеличения бюджетных мест. А в плане воспитательном это является просто стратегическим направлением. Незнание своей истории – это очень опасно для будущего всего общества. Я также знаю, что на вашем факультете расположилась штаб-квартира Русского географического общества. Это тоже дает какие-то интересные направления в работе? Это прежде всего статус, и потом большое значение имеет участие в проектах Русского географического общества. Это арктические экспедиции, это самые у нас популярные. В Мурманскую область практически каждый год выезжают туда наши ребята. И, конечно же, грантовая деятельность. Выигрываем гранты Русского географического общества и здесь их реализуем. Я знаю, что у вас ведется подготовка бакалавров по направлению туризм. В современном таком прочтении туризм является, наверное, наиболее поддерживаемой со стороны нашего государства направлением, поскольку необходимо обратить внимание прежде всего на внутренний потенциал. И времена такие, поэтому внутренний туризм будет развиваться. И даже для примера актуализации, это 41 бюджетное место. У нас это самое популярное среди специальностей и самое значимое по количеству бюджетных мест. Из 144 бюджетных мест на этот год бакалавриата 41 место – это туризм, направление туризм. А где могут проходить практику студенты? Ребята у нас проходят практику, у нас есть договорные организации, которые занимаются туристическим бизнесом. Это туристические агентства, их достаточно много здесь. И здесь они получают основные навыки работы как экскурсоводами, так и специалистами в туристическом бизнесе, в более широком таком понимании. Кто-то становится менеджерами, есть уже выпускники, руководители различных туристических агентств. А возможность выезжать и практиковаться, допустим, в других регионах или даже за рубежом? Такая возможность, конечно, есть. И мы традиционно используем такой маршрут, как Турция. Это у нас наиболее актуальный. И наши ребята ежегодно проходят практику на территории Турецкой Республики. Так что, конечно, все это у нас является частью профессии для того, чтобы подготовить ребят настоящими специалистами. Насколько велики шансы попасть на бюджетные места? По разным направлениям подготовки разное количество бюджетных мест. Если говорить о наиболее популярном, это туризм 41 бюджетное место, по истории 10 бюджетных мест. Будем надеяться, что увеличение пойдет, но в этом году столько, сколько есть. На документоведение, архивоведение – это близкое к историческим дисциплинам также направление, поскольку там историко-архивоведа еще 9 мест, так что итого 19 бюджетных мест. А средний балл, если посмотреть, на истории 79. Это показывает, что все-таки стремятся занять это место. У нас всегда конкурс высокий по истории. И по документоведению также. Где могут работать в дальнейшем ваши студенты? Если брать историков как направление, которое дает название факультету, это ведь не только образовательные учреждения, это различные организации, которые занимаются сохранением памяти. Это и архивы, это и музеи, это и
различные организации, которые занимаются научными исследованиями. У нас есть гуманитарный институт в Чувашии. Конечно, мы работаем в том числе и на них, поставляем кадры для развития нашего института. Но главное, на самом деле, Московский государственный университет проводил такой анализ, исторический факультет. Что востребовано на рынке труда? Аналитические способности. Работа аналитиком, экспертом при условии получения такого фундаментального базового образования по истории – это как раз одна из целей. Мы готовим экспертов, аналитиков в таком широком понимании. Весь факультет у нас ориентирован как раз на практическое применение тех наук, которые получают. Если брать географов, да, у нас есть географическая станция, которая находится в деревне Шомиково. Без нее как без рук. Там 8 треков основных практических, разнообразных и по геологии, и по гидроресурсам. Там находится Волга, там прекрасный срез, там видно все эпохи геологические последних 40 тысяч лет. Так что здесь есть и лагерь. Без современной материально-технической базы обучение сегодня просто невозможно. О том, как она пополняется, нам расскажет аспирант кафедры физической географии и геоморфологии Елена Никитина. Наши студенты работают на современном оборудовании. Это электронно-цифровые нивелиры, тахиометры, спутниковые приборы, беспилотные летательные аппараты. Полученные данные ребята обрабатывают в компьютерных классах, где установлены современные компьютерные программы для обработки этих данных. ГИС-информационные программы помогают студентам преобразовывать данные в отличные карты, которые используются в дальнейшем для дипломных работ. Кроме того, на крыше нашего корпуса установлена современная метеостанция, которая помогает нам получать данные по 18 пунктам, в том числе и по радиационному излучению. Я курирую молодежный клуб Русского географического общества. Наши ребята часто принимают участие в экспедициях, как по Чувашии, так и по многим регионам нашей страны. Это кругосветки в Крыму, на острова Финского залива Гогланд, а также Мурманскую область. Насколько поддерживают это направление студенты нынешние? То есть насколько им интересно погружаться именно в раскопки? У нас контингент, он на самом деле мотивированный. Ребята активно выбирают поисковый клуб. Мы находимся как раз в музее, который создан руками наших студентов. Это раскопки в западных регионах бывшего Советского Союза, где проходили боевые действия. Это ведь тяжелый труд, это жить в палатках, когда минусовые температуры, как в этот раз под Ржевом, куда ребята наши выезжали. И, конечно же, благородная эта часть – это поиск останков погибших солдат, которые пока еще не предали земле. Поисковый клуб каждый год выезжает несколько раз. 2-3 раза у нас экспедиции полевые начинаются с апреля месяца, длятся они до сентября. Выезжаем мы по вахте памяти всероссийской, либо в те места, где у нас уже, что называется, проторенные тропки находятся. Это Крым, прежде всего. Мы на протяжении 6 последних лет туда выезжаем каждый год. Это Мурманская область, это места боевых действий на побережье Баренцева моря. Эти места, они для нас представляют особый ключевой интерес. Там либо 25-я Чапаевская дивизия погибла, это имеется в виду Крым, Херсонес, либо это наши земляки, которые погибли, летчики, им установлены памятники в Мурманской области. Так что выезжаем по этим местам. Более подробно о том, как работают поисковики, нам обещал рассказать студент 4-го курса Виктор Сорокин. Первый раз поехал в 2015 году вместе со студентами ЧГУ, поисковым отрядом «Георгиевская лента», и увидел все своими глазами, бойцов, солдат. С этого момента я решил, что буду поступать как раз в ЧГУ, и уже в 2018 году я поступил и сразу же вошел в состав отряда «Георгиевская лента». Тогда ты был сам школьником, сейчас есть интерес у ребят? Конечно, есть интерес. Каждый раз с нами ездят студенты 1-го, 2-го курса. Кто-то только на 3-м курсе решается в первый раз поехать в экспедицию. У нас очень много новичков с разных факультетов, не только с исторического, с экономического, с юридического, с технических направлений. Студентов много. Много и тех, кто уже выпустился, но продолжает также выезжать с нами в экспедиции, искать пропавших солдат и уже спустя многие годы у нас есть выпускники, кто еще выпускался до того, как я поступил в университет. Это все замечательно, когда такой дружный состав все продолжает дальше работать над общим делом. Скажи, пожалуйста, а сложно ли было тебе поступать? Было достаточно непросто, потому что я, скажем так, не в первую волну прошел, но когда поступил, я сразу понял, что
Я там, где нужно, и учусь я сейчас на отлично, то есть мне все нравится. Опять же, кроме учебы я занимаюсь активной общественной деятельностью, что позволяет, скажем так, насытить мою жизнь и сделать студенческие годы, наверное, самыми лучшими годами для меня. Ты сказал, что учишься на отлично, значит, у тебя есть стипендия. То есть расскажи тогда о размере стипендии и что на нее влияет. Стипендия достаточно, скажем так, хорошая. К примеру, во многих московских вузах даже такую стипендию не получают. Но изначально, когда студент поступает, у него до первого семестра будет стипендия 2000. Дальше, если у него больше четверок, то у него будет стипендия, остается 2000. Если у него больше пятерок, будет 2500. И если он отличник, то у него будет 5000. Кроме этого, есть социальные стипендии. Одна стипендия около 3000, другая стипендия уже около 6000. Повышенные. Одной важной, скажем так, стипендией нашего университета является это повышенная академическая стипендия, которая дается студентам за творческую целеустремленность, за учебную деятельность, за научно-исследовательскую, за общественную деятельность. И она состоит уже, скажем так, в размере 4000. На нее можно подаваться со второго курса, и каждый семестр мне удается пройти на нее повторно. Есть стипендии повышенные для тех школьников, которые в олимпиадах участвовали, побеждали в них, в университетских, в всероссийских. И, скажем так, деньги можно получить достаточно большие, особенно для студентов первых курсов. Также поощряются и те студенты, которые хорошо сдали ЕГЭ. Высокобальники тоже получают большую стипендию на первом курсе. Ну и у меня, получается, в среднем стипендия бывает от 10 до 14 тысяч. Иногда больше, иногда меньше. Чем больше стараешься, тем больше будет стипендия. Есть ли у студентов-контрактников возможность перевестись на бюджетную форму обучения? Да, безусловно, такая возможность есть. Студенты, обучающиеся на контрактной основе и которые на протяжении нескольких семестров показывают отличные и хорошие результаты, они при наличии свободных бюджетных мест имеют полное право написать заявление о переводе на бюджетное место. Ну что ж, большое спасибо за интересную беседу. Я напоминаю, что на наши вопросы отвечал декан